название России и Япония. Да? Если ты носишь название России, гордое, да, у тебя должно быть в большинстве субъектов Российской Федерации должно быть отделение. Да? У нас субъектов 85. А у нас 43 формально. У нас есть больше 60. Но не все отзываются, честно говоря. Но железно, вот 43 у нас этих отделений. Больше половины. Да. 37 мы набираем кворум. 2/3 должно быть по уставу. Так что вот вместе с доверенностью и вместе с вами у нас, в принципе, все есть. Поэтому, может, мы начнем с какой-то, да? Но об этом еще нам официально сообщит наши. Не, ну 5 минут можно подождать, кто там подходит. Во-первых, все, дорогие друзья, здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. Жаль, что со мной некоторыми из вас не встречаются не так часто. Вот Николай Андреевич Боровидин специально приехал, кстати, очень, знаете, из Якутска, что я считаю, что у нас просто украшение нашего совещания сегодняшнего. Николай Андреевич знакомы еще долгие годы еще, во время работы в Японии. Верочка, зарегистрируйтесь. Вот, с Николаем Андреевичем я давно знакома. Вот, и то, что отделение работает активно в Якутске, как это далеко. Вот. Значит, что бы я хотел сказать вначале, перед тем, как формальности. Во-первых, хотел бы поблагодарить директора института, доктора исторических наук, профессора Лузянина Сергея Геннадьевича, который в этом году нам предоставил это помещение. И, конечно, Олега Евгеньевича Казакова, научного сотрудника, члена нашего центрального управления, который дал нам возможность сохранить добрую традицию, потому что мы через 5 лет назад встречались в институте востоковедения, а теперь мы в институте Дальнего Востока. То есть мы идем по таким очень намоленным в отношении Японии местам. Научно, так? Вот я, чтобы так это не совсем сам предложу, значит, я попросил бы рабочий президиум нам вызывать ваш покорный слуга, секретарем съезда Колесникову Юрию Эдуардовну и Воронова Виктора Васильевича. Наш рабочий президиум. Прошу проголосовать. Спасибо большое, поддержали. Вот. И теперь нам нужно избрать мандатную комиссию. Мандатная комиссия у нас вон она находится. Мы будем считать, что это Лисецкий Владимир Георгиевич. Если все не возражаете, мы... Нет. Владимир Георгиевич, можно от вашего имени сказать? Да. Или вы сами скажете? Сколько пока записалось? Значит, должно было быть столько-то. У нас по списку членов Центрального управления и участников было 26 человек. Присутствует 17. Ну, подойдут там еще нет. Я думаю, что... Да, и учитывая доверенность, да, доверенность мы закрываем 2/3 от нашего вот этого, от наших местных отделений. Поэтому кворум имеется. Прошу утвердить доклад мандатной комиссии. Спасибо. Вот. Значит, повестка дня. Что у нас повестка дня сегодня? Повестка дня у нас отчет о деятельности Общества России и Японии, выступления делегатов региональных отделений, вообще делегатов всех присутствующих, и выборы руководящих органов, ну и дальше там разные, что может быть. Вот прошу проголосовать за повестку дня. Да? Проголосовать. Спасибо большое. Вот. Ну и теперь должен, по идее, выступить я. Перед выступлением я хотел бы о грустном и печальном сказать несколько слов. У нас в этом году ушли из жизни 2
члены Центрального правления, это Кудеинов Вячеслав Тихонович и Кириченко Алексей Алексеевич. Два замечательных человека, два великолепных специалиста по Японии, отдавшие столько лет жизни этому. Если Кудеинов Вячеслав Тихонович, он известен тем, что он работал в международном отделе ЦК КПСС, потом мы с ним долгое время работали в посольстве, был уникальный специалист. Он единственный вот из всех, сколько есть японистов в России, вниз смотрите, вверх смотрите, те, кто будет, этот человек владел в совершенстве вежливыми оборотами японского языка. И когда он злился, говорил с японцами, разговаривал, неоднократно с ним сидел в переговорах, да, японцы просто на него не решали сложные вопросы. Они упивались красотой японского языка. Какой он может? Потому что они говорили, что такого давно уже в Японии нет, а вот он такой уникальный специалист. А Алексей Алексеевич, вот, работавший в сложное время, да, и в свое время работавший в спецслужбах, а потом на научной работе, он, собственно, я считаю, совершил гражданский подвиг, потому что благодаря ему вот эта грустная страница японского плена, которая была, она во многом была раскрыта, потому что он помог японцам у себя в Японии обрести право на получение компенсации за то, что они были в плену. Потому что там есть очень спорные моменты, японцы должны были предоставить справку с места пребывания в такое-то, такое-то время. Но вот были, например, в силу каких-то разных причин бюрократических наша страна это время не отдавала. Алексей Алексеевич положил очень много жизни на то, чтобы вот выбить вот эту машину, сломать, японцы получили эти справки, значит, компенсацию за то, что они были в плену, начали получать. И кроме того, он очень много работал над тем, чтобы детализировать списки тех людей, которые здесь погибли, были захоронены, потому что очень много у нас мест захоронения японских военнопленных, да? Они канули в вечность, а списки тоже по времени много прошло. Можно осуждать, можно злорадствовать. Видите, вот какая незадача получилась с Читой недавно, да? Они дали Японию, направили, японцы же забирали прах японских военнопленных, да, вот эти могилы берут, и перевозят в Японию. Есть такая традиция. Мы передали прах. Японцы взяли, исследовали ДНК и выяснилось, что это прах не японский. Вот такая некрасивая история получилась, но, видимо, все бывает. Вот. И Алексей Алексеевич как раз очень много лет посвятил тому, чтобы вот эти вот имена, они всплыли, были на слуху. У него очень интересные работы вот, по истории российско-японских отношений, годы войны, в мирное время. Вот, много было планов. Вот такая. И еще у нас ушел из жизни наш друг, бессменный президент компании «Искра» Исикава Сиро. Вот, многие японцы, японоведы знают эту фирму, японоведы, это фирма, которая в 60-е годы она получила, он сумел Исикава продавить получение вакцины от полиомиелита. Здесь в нашей стране была лучшая вакцина на то время. А была эпидемия полиомиелита. Вот. Но их мало было, этих доз. С одной стороны, молодец Исикава, что он это делает, да? Вот. А с другой стороны, наши ученые, они, конечно, ночами дневали в институтах, там, где это все делалось, и сумели вот необходимое количество доз дать в Японии. В Японии это не принималось, потому что это лекарство не было одобрено японским здравым, да, Минздравом. Вот. Но там были такие колоссальные вот эти вот демонстрации матерей, отцов. В общем, короче, ее приняли без всякого, вот, как у нас кинозепам, или что же без всякого одобрения начали принять, и вот нынешнее поколение японцев, там, которые 60, там, вот это вот, они как раз все было спасено. Благодаря нашей вакцине. Уникальная страна. Так вот, я просил бы вас, дорогие друзья, минутой молчания почти память Кудеина Вячеслава Тихоновича, Кириченко Алексея Алексеевича и Исикава Сиро. Спасибо. А теперь
нашей деятельности, возвращаемся. Вот. Мы все с вами в той или иной степени занимаемся Японией. Страна интересная, страна многообразная. Для любого человека можно найти интересные области, которые изучают. Вот Япония, недавно мы просто участвовали в конференции, кстати, наше общество, там, светлые страницы российско-японских отношений в историческом обществе, на высшем руководителе. Вот. И там разговор шел о том, что в основном вот эта война 1904-1905 года, да, вот, японцы спасли наших моряков с военного транспорта «Иртыш», который вот эту страницу о том, что японцы в годы войны, несмотря на то, что мы были во время войны врагами, они проявили себя благородно, значит, захоронили тех, кто погиб, тех, кто остался жив, значит, они помогли, госпиталь там и прочее, прочее. То есть вот такая есть страница российско-японских отношений. Но таких страниц много. Мы не говорили о том, что у нас в 1939 году, значит, это вот история Титаника нашего, это пароход Индигирка был какой-то. Это где-то 1200-1400 по разному количеству людей. Это наш пароход из Владивостока шел в Магадан. Но вниз, мимо Сахалина и наверх. И он 12 декабря 1939 года налетел на камень, там, у мыса Соя где-то. Вот. И стал там 1939 год. Практически у нас в Японии состояние войны. Да? Вот. Японцы значит, спасли 400 человек. Значит, это были заключенные. У нас написали, что это рыбаки вообще. Но это были заключенные. И 700 с чем-то человек захоронили. У них есть там братская могила и прочее. Но кто у нас помнит об этом событии? Японцы помнят. У них каждое 3-е воскресенье июля у них траурная церемония. На этом месте. Они в 1972 году поставили памятник, вот такие 3 женские фигуры, земной шар, и когда ты смотришь, ты видишь через пролив остров Сахалин. Понимаете? Вот, деревня Саруфус. И они сделали это летом, потому что в этот день у них там национальный праздник какой-то. И на этот праздник собираются, те, кто собирается, не все в этой траурной церемонии принимают участие. Я просто там был много раз. И начинал, собственно, с этой деревни свое знакомство с Японией, как уже специалист по линии МИДа. Вот. И до сих пор это такая-то. Более того, если мы говорим о светлых страницах, да, что в принципе уже в советское время, в российское время, сколько у нас было наших людей, пострадавших, особенно ожоговых, да, Костя Скоропышный такой был, еще кто-то там, генерал Гамов, куда их направляли? Не во Владивосток, не в Южно-Сахалинск, они все на Хоккайдо, и всех там спасали японцы от ожогов, от болезней. То есть, в принципе, вот эти светлые страницы. Есть много таких светлых страниц, и еще одна страница, в которой я просто, наше общество, это раньше было, это в начале 2000-х годов, у нас комиссия, в 1999-2000 году, мы раньше, в прошлом году, тогда говорили, уникальная страница, просто не хочется ее освежить, потому что мы говорим сейчас о японцах, да, светлая страница со стороны японской стороны. Но они же должны быть и с нашей, правильно? Вот. А с нашей стороны, значит, это война, Манчжурия, оккупация нашей Манчжурии. У нас Дайрен, порт Дальний, первый комендант Дайрена, генерал-лейтенант Козлов. 45-й год. Ну, все там, 2-3 месяца, потом его сняли. Но в Китае японцы сложили оружие, а китайцы решили вырезать всех японцев. Он перекрыл вход в порт, начал эвакуировать гражданское население, и был такой Сюдо Садама, представитель торгово-промышленной палаты Японии, Дайрен. И у него были уникальные коллекции, китайской живописи, произведения искусства, корейской.
и японская. Вот. Козлов открыл склады, продовольствие, медикаменты, все это раздал, чтобы население. А тот ему в благодарность передал эту коллекцию. Ну, там сейчас разные спекуляции, что якобы Козлов торговал этим, за деньги все делал, но на самом деле все было не так. Потому что я читал дневники Козлова. У него внук в Санкт-Петербурге, мы когда делали выставку, дневники. Он командовал в свое время Карельским фронтом, интересно, дядька. Вот. И эта коллекция у нас хранилась долгие годы, она была закрыта, никуда не вылезала. Но мы сумели так, вот эти 2000-е годы, нашли ее в Институте Востока, и мы частично эту коллекцию по линии общества прокатали в Японии. И вот уже семья сюда с водами приходила, смотрела, коллекция сохранена, но она является теперь нашими собственностью, да, потому что мы еще боялись ее, когда туда отправляли, потому что у нас в руководстве страны люди были тогда не совсем адекватные, что коллекцию это могли японцы взять и подарить. Поэтому пока самолет не коснулся японской земли, об этом ни в Японии, ни у нас никто не знал. То есть была такая операция разработана. А там уже она как от музея, представители музея, понимаете, то есть вот такая штука. Это вот на конференции и о светлых страницах. И таких страниц у нас и с той, и с другой очень много. Есть страницы, конечно, которыми мы можем гордиться, а есть страницы, которые и в японской стороне, и нам, ну, за которые, мягко говоря, неудобно. Вот. Значит, у нас за это время мы, вернее, дальше, если просто еще продолжить о Японии, понимаете, вот с Японией у нас такие сейчас отношения, которые, собственно, они идут по возрастающей отношению. Если мы знаем, что вот у нас Россия, она вела боевые действия у нас на протяжении всей истории на Западе, да, в основном, что они то русско-турецкие войны, то другие войны, то Первая мировая, то Вторая, то на Востоке практически войн не было. Ну, Хасан и Халкингол это не тот масштаб. Было столкновение, но не на нашей территории, не на территории Японии, там на Манчжурии. И эта война, если вы почитаете и воспоминания, и нынешнее изучение этих Японии, у нас тоже очень много фактов есть, была рыцарская война, потому что и те, и другие к противникам люди относились с уважением. Понимаете, вот еще кодекс японский, самурайской чести, который потом уже где-то пропал, а тогда он был очень действенный. Действительно. Вот. И в принципе, в Первую мировую войну, 14-16 годы, у нас отношения были настолько великолепны, у нас были союзнические отношения, понимаете, несмотря на то, что 1904-1905 год война. И сейчас у нас отношения с Японией, и благодаря тому, что вообще ситуация, из-за того, что два лидера встречаются уже 25 раз и проявляют интерес друг к другу, вот она изменилась. Японцы недавно дали нам кредит в 3 миллиарда долларов, да? Это вот Ямал СПГ. Вот если бы это нам дала Европа, об этом бы знали все. Сейчас это было перезвонили бы на весь мир. Японцы дали эти деньги тихо, без всякого. То есть санкции японские, как вы знаете, они носят чисто условный характер, это чтобы показать свою приверженность западным идеалам, но на самом деле эти санкции практически никакого влияния на Россию не оказывают. Это такое вступление, а теперь о наших делах. Да? Ну, во-первых, я хотел сказать, что основная деятельность, то, что мы, которые наше головное представительство ведет, да, вот, секретариат и управление, это фестиваль российской культуры в Японии. Так получилось, что мы в свое время искали место приложения наших сил, где мы бы могли быть полезны, потому что мы все-таки представляем, мы в том числе интересы нашего государства, несмотря на то, что это общественные организации. Вот. Мы предложили руководству страны, вот, чтобы было такое мероприятие, чтобы в Японии не от случая к случаю были какие-то культурные события, да, связанные там, со знакомством с российской культурой и искусством. И потому что это наиболее
мероприятия, которые наиболее понятны общественности, наиболее ею воспринимаемы. Да? Вот. Мы предложили вот сделать ежегодный фестиваль российской культуры. Вот ушла у нас бумага, много писали, кому мы только не писали. Вот. И в конечном итоге это предложение было поддержано на самом высоком уровне. С инициативой уже выступил президент Российской Федерации, это было одобрено правительством. И вот с 2006 года проходит этот фестиваль. И вот по конец этого года 18 миллионов. Представляете, какое количество? 18 миллионов человек посетило наш фестиваль культуры. Каждый год выпускается, можно пустить туда буклет фестиваля. Вот это буклет этого года. Посмотрите потихонечку. Вот. И в 47 префектурах, то есть все префектуры, но неоднократно, мы просто говорим о том, что охвачено 47 префектур. Ну, не всегда, не каждый год, допустим, поменьше, потому что вот, фестиваль не носит, частично он носит коммерческий характер, конечно, в Японии, потому что проводят его наши партнеры, там, которые заинтересованы в приложении прибыли, но, как правило, это все отдается на откуп муниципалитетам, потому что у муниципалитета есть социальные программы, да, в которых они, значит, там, билеты их стоимость, там, вот, потому что разовые нужны как-то окупаться. Вот. А Фукусима, так вообще фестиваль был благотворительный полностью, когда в 2011 году все это случилось. В Фукусиме сейчас есть музыкальный фестиваль, на который мы направляем музыкантов, которые выступают там. И эти музыканты, и туда пострадавшие от этих мест, приходят и считают, что, значит, это такая вот мощная социальная поддержка, что их не забывают, потому что музыканты мирового уровня приезжают. Допустим, Корияма есть такой город, не помню. Вот. И на этот фестиваль приезжают специально, потому что он создан специально со всего мира музыканты, в том числе и наши, чтобы поддержать пострадавших от этого землетрясения. Вот. Это про фестиваль. Теперь мы создали, благодаря Олегу Игоревичу, нашему Казакову, создан, как мне кажется, неплохой у нас сайт, хотелось сказать, хороший сайт, мне он очень нравится, куда поначалу это была страничка, потом это стало это, теперь там на сайте у нас очень много самых, первые материалы, это то, что публикуется разными издательствами, разными агентствами о Японии. Вот такое-то событие у нас в Японии они связаны. Плюс материалы наших отделений, плюс не только наших отделений, материалы наших японских партнеров, плюс материалы блогеров, плюс фотографии. И там уже столько, вот Мария Алексеевна Кириченко, дочь Алексея Алексеевича, она долгое время жила в Японии, я просто наслаждался, читал ее материалы, связанные с воспитанием японских детей. Посмотрите, это опыт человека, который сам воспитывал там детей, да, в течение долгого времени. А потом это с научной точки зрения, то есть с точки зрения опыта, уникальный материал, потому что там то, что там написано, этого нет нигде, ни в учебниках, ни в каких исследованиях. Вот это просто, я считаю, что это очень. Плюс еще другие есть наши достойные люди, которые находятся в Японии, печатают там материалы о Японии. Вот. Это, я считаю, что замечательно. И новостная лента там. И новостная лента там очень замечательно. Так что у нас такой сайт, на котором печатаются все. Пожалуйста, просим вас это. Потому что если вы в строчках себя не отметите, что бы вы ни провели, какое уникальное мероприятие, оно должно остаться. Потому что вы должны прочитать строчку. Оно прошло. Вы скажете, да, вот наше отделение провело. Ну, провело, но где это все? А так мы всегда можем все рассказать, показать и прочее. Более того, мы же даем тем самым возможность тем инстанциям, с которыми мы аффилированы, государственным различным структурам, да, всегда сказать, что вот оно, не зря мы поддерживаем ваше отделение, отчитаться перед вышестоящими органами, где-то доложить и прочее. Потому что, как я считаю, все наши отделения должны все-таки уметь налаживать отношения с местным руководством, потому что в конечном итоге это очень деликатная деятельность общения с иностранным государством. А если мы еще помогаем в этом деле, иногда мы можем просто стать незаменимыми, потому что такого опыта, как у нас, ни у кого нет. Вот. Что я еще хотел сказать? Значит, у нас
за это время открытые отделения в Ивановской области. Да. Совершенно. Вот. Это в Краснодарском крае. В городе Казани работает 2, вот сейчас открывается 3. Город Казань там будет. В Воронежской области, в Республике Крым у нас открыто отделение. Причем в Республике Крым, вы там, может, читали, мы же туда смогли, там написано о том, что мы в свое время туда бывшего премьер-министра Японии сумели протолкнуть в Крым. А вот как раз его эти ребята там и принимали, вот эти, кто организовал нашу в Ульяновской области, в Камчатском крае, в Свердловской области, и потом в Челябинске. Вот. И у нас еще очень ценно, что мы как-то так это давно надо было, конечно, заинтересоваться людьми, которые конкретно сами интересуются Японией, но в области, по крайней мере, тех интересных таких направлений, как единоборство, вот Федерация Кюдо, у нас вот господин Сашенко, Кимов, они как раз представляют это. У нас принята Федерация Кюдо стрельбы из лука. Так что, но у нас теперь будет, видимо, это всех мы заставим стрелять из лука, потому что, ну, наверное, нам надо соответствовать, понимаете? Да. Вот с тобой рядом сидит тоже представитель. Да, я поняла. Да. Вот. Ну, что бы я еще хотел сказать? Значит, у нас был год межрегиональных объединений. Вернее, был год, перекрестный год России и Японии, в котором мы принимали активное участие, на правах регионы принимали, регионы обеспечивали это здесь, мы обеспечивали это в Японии, это мероприятие, как культурная составляющая. Год пошире, это перекрестный год, он включал в себя и, там, и симпозиумы, и семинары, и спортивные обмены, и многое другое. А так как фестиваль это уже машина налаженная, да, он был культурной составляющей вот этого перекрестного года. Вот. Он закончился, был закрыт в июне этого года на саммите Осака, Путин и Абе. Но так как этот год произвел на наше руководство, наше большое впечатление, они решили провести год межрегиональных и побратимских обменов в 2020 году. Да? Вот теперь, конечно, здесь возникает вопрос, в какой степени мы будем задействованы, там мы будем задействованы, опять же, в рамках фестиваля, но наши регионы, вот в контактах с японской стороной, видимо, там наладятся какие-то конкретные мероприятия пойдут, вот, и будут это проведены. Но уже годы этому идет подготовка, да? Вот, и что сделано с нашей стороны? Значит, у нас есть такой Александр Николаевич Панов, бывший посол в Японии, там, замминистра, посол Норвегии, посол Кореи. Вот, но он японист вот от Бога, мой учитель, преподавал, будучи молодым человеком, когда я учился в ГИМО. Вот, замечательный человек, японист, профессионал, много книг. Он снял вместе с фондом Шадиева, такой есть у нас шадиевичное направление, фильм «Многоликая Япония». Это фильм о том, что такое Япония, как ее понимать, что это за люди. Он есть в YouTube. Вы можете посмотреть, потому что замечательно. Вот. Вот сейчас они должны в YouTube, об этом писалось, значит, должны тоже поставить, но у нас хотят сделать презентацию на телеканале «Культура», потом мы уже больше распространения будет. Они сняли фильм, другой фильм, второй продолженный, фильм, который называется «На пути к доверию русские и Япония». При нашем участии. Там наши партнеры снимаются. Это вот все, что касается, где были русские, что они сделали, как они воспринимаются. Оказывается, очень большая память на местах о пребывании русских людей в Японии. Он был такой, допустим, Старухин. Это
ну, иммигрант наш, вот, который жил на Хоккайдо, и он был уникальным игроком легенды в бейсболе. До сих пор у них памятники там стоят и прочее, то есть японцы чтут его память надолго. Вообще, вот это у японцев качество, их качество национальное такое, хранить память о событиях, которые происходили, вот, отношение к нашим могилам там просто потрясающее. Вот, что меня поражает в японцах, то что когда у нас наше посольство, опять же, пыталось посчитать, ну сколько там захоронений, сколько могил. Кстати, у нас на сайте посольства теперь очень хорошая рубрика о захоронениях в Японии. Можно найти, где могила, когда перенесена, что как. Вот. А раньше этого не было. Вот. Так вот, во время войны, в основном могилы, когда Япония осваивалась, да, Хакодате, там, Нагасаки, кладбище. И во время войны 1904-1905 года, когда тела погибших на берег выбрасывали наших моряков, в некоторых местах японцы их, ну, естественно, предавали земле и ставили памятники. А потом по распоряжению уже Министерства иностранных дел, там, военные наши принимали участие, это в царской России, они переносили эти тела на братские, на кладбища такие большие, куда было. Ну там, допустим, могила, памятник, 2 человека захоронены, и стоит памятник. Японцы разрешили переносить прах, а памятники трогать запретили. И поэтому не все знают, что вот есть памятник, и там написано, что такой-то якобы захоронен и прочее, да? А их уже там нет, их перенесли. Но они сказали, вот нет, это наша память о тех событиях, о тех временах, не сносят, но наоборот создают, понимаете? Вот. Так что вот этот фильм, который я сказал, «Наркотик доверия. Русские и Японии», мы будем показывать уже в рамках фестиваля, как раз в годы междурегиональных обменов, он будет показан у нас в Японии. Что касается деятельности наших, насколько она эффективна, ну вот видите, у нас Голомидова Марина Рудольфовна награждена орденом Восходящего Солнца, наше Екатеринбургское отделение. Вот. Качан Александр Борисович, член нашего управления, один из руководителей Федерации Айкидо. Ну вот, старый мой хороший знакомый друг, он тоже награжден, потому что сколько сделано в рамках, мы со своей стороны наградили в свое время в рамках как раз фестивальных этих дел руководство айкидо, соответствующих подразделений, там, тех, кто здесь развивал айкидо, а японцы теперь наградили наши. Вот. Садыкова Асия Юсуповна, у нас это Казань, тоже награждена орденом. И у нас есть такой Лебедев Ларион Александрович, это вот, я потом больше о нем скажу, человек, который физик-атомщик, который, собственно, во многом благодаря ему вот эта Фукусима стала доступной для того, чтобы люди там могли ходить. Вот, могли пользоваться, сумел наладить там дезактивационные работы, а он у нас, ну, друзья по жизни, он у нас в отделении уже давно здесь в этом находится, в своем управлении, его тоже наградили орденом. Так что у нас 4 человека, тех людей, которые конкретно, с которыми мы общаемся, они, значит, получили орден Восходящего Солнца. Вот. Значит, что бы я хотел сказать? У нас, конечно, понимаете, сложилась такая странная ситуация в этом году. Обычно, ну, у нас, видите, съезд проходит где-то в декабре, начало декабря, ну, раз в 5 лет, устал. Вот. Но так получилось, что из-за этого перекрестного года, не перекрестного, из-за этого года межрегиональных обменов, мы в свое время инициировали проведение, вот был такой посол Тога много лет назад. Ну, значит, они обратились к нам, захотели встретиться с нашими отделениями. Мы встретились. И потом это такая традиция встречи посольства, в основном с нашими отделениями, с представителями тех организаций, которые занимаются развитием
различных связей с Японией, она переросла в такую конференцию ежегодную, которая проводилась в феврале. Но в прошлом году из-за перекрестного года, а в этом году из-за года перекрестных обменов, она перенесена на начало декабря, и вот в посольстве будет как раз 2-3 числа. И у нас так получается, что вот как раз 2 числа в основном очень много представителей наших отделений будут присутствовать конкретно там. И совместить присутствие с нами здесь им сложно. И мне, честно говоря, в этом году я считаю, что можно было, конечно, и посольских пригласить, они с удовольствием бы пришли, но я считаю, что есть вещи, которые, может, не совсем хотелось бы придать. Одно дело, когда мы говорим с представителем другого государства, а другое дело, когда мы находимся в своем кругу, мы можем здесь больше быть более откровенными, более не так взвешивать то, что мы говорим, потому что вот я бы, например, сказал, мне, например, не совсем нравится, вот я пытаюсь сейчас вам говорить, а потом попытаюсь там, но в другой форме. И наши люди потеряли чувство мира. Понимаете, посольство, оно частично финансирует те мероприятия, которые проводятся на местах. Общество России и Японии, ну, так сложилось, что это не экономическая структура и, скажем так, не объект такой для бизнеса. Можно, конечно, поставить деятельность общества так, чтобы оно благодаря спонсорской деятельности, там, как-то оно существовало, но развивающееся таким экономическим субъектом это не получается. Так оно задумано и в Японии, и не так же эти общества существуют. Это, скажем так, в большей степени движение души, энтузиазм. Как правило, у нас наше отделение, есть 2 формы существования отделения. Если отделение значит, хочет быть самостоятельным, ну, формально, субъектом, да, значит, оно регистрируется, получает счет, ведет бухгалтерскую деятельность и прочее, прочее. Но это, в принципе, как правило, накладно. Все отделения практически сейчас эту деятельность вернули. Она неудобна. Но у наших людей есть уже экономические какие-то институты, с которыми аффилируется их общество, их отделение. И вот тогда это уже приобретает совсем другое звучание. Так вот, некоторые наши ребята, значит, из отделения, ребята это не по гендеру, скажем, некоторые представители, они теряют чувство меры и начинают по существу японцам там, торговаться с ними, ходить им, понимаете, так что вот их не приняли там то-то. Но забывают о том, что они говорят представителям, и что вести себя надо деликатно, понимаете? Нельзя. Просто я обладаю некоторыми фактами, когда японцы мне просто жалуют, так как они никогда не пойдут на скандал, ну, они будут это все дело съедать. Но кончится это тем, что в конечном итоге вычеркнуть тех, кто так себя ведет, вообще есть план сотрудничества с ним. Понимаете? Вот. Как это нашим людям объяснить? Потому что чувство меры теряется, вот мы сейчас ищем эти способы. Понимаете, чтобы это деликатно донести до наших людей, чтобы они... Так вот, у нас будет эта конференция 2-3 числа, на которой вот, японская сторона тоже теряет чувство меры, понимаете? Она, увидев, что на таком взлете прошел перекрестный год, да, вот, она надеется, что на таком же взлете, ну, японцы, я имею в виду в данном случае не там, в Японии, а здесь, пройдет год межрегиональных. Недаром же год межрегиональный, да? А по-братимски все время у нас выбрасывают. Вождь межрегиональных обменов. Ну, межрегионов. У кого деньги в регионах находятся на то, чтобы вот эти обмены между осуществить? В Японии они находятся и в городах, и в префектурах, и в местной администрации. Есть деньги, на которые они, в принципе, с одобрением своих избирателей, вот, могут вести, а у нас это дело не так. У нас в конечном итоге получилась какая штука. Мы всю международную деятельность и финансовые дела передали субъектам Российской Федерации. А субъекты кто это? Это в основном губернаторы, но не мэры, да? Вот получается. Но если у мэра хорошие отношения с губернатором, то тогда, может быть, как-то это решается. Вот у нас было соответствующее движение параднерных городов,
которое у нас напротив благополучно было как это, заторможено. Значит, Ассоциация порожденных городов России не помню, когда-то ушла, не бытие, но сейчас это будут пытаться возродить. Но насколько это можно возродить в условиях дефицита времени, мне кажется, это сложно. Вот. И японцы, думая, что у нас ситуация такая, они многие вещи считают, что это вполне естественно, объявили руководители двух стран побратимские, реанимацию побратимской связи, и они будут реанимировать. А это будет сложно. Вот. Они считают, что большинство мероприятий здесь должны будут проведены нашей стороной, без участия, финансового участия японской стороны. Поэтому я вижу определенные затруднения, которые, видимо, будут как-то решаться, но не так активно, как они решались в год, перекрестный год России и Японии. Вот. И японцы будут стараться так, чтобы это все прошло полностью за наш счет. Знаете, что маловероятно. Ну, вот такая ситуация сложилась. Ну и, собственно говоря, подводя итог тому, что сделано, фестиваль, сайт, да, издательская деятельность, извините, добавлю, издательская деятельность. У нас многие наши члены правления, вот у нас Галина Дудкина, она и переводчик, и писатель, и член правления. Вот она издала книгу о нашей литературе в Японии. Уникальная книжка, с большим тиражом. Это было просто там вот все, вот то, что состояние нашей литературы на сегодняшний день. И этот учебник, вернее, эта книга стала учебным пособием в университетах, потому что теперь можно четко найти направление, там какие-то сумасшедшие направления, я не владею этой ситуацией, если Галина Борисовна будет выступать, она скажет. Вот помимо этого она переводит книги, она может нам сама вам скажет тоже. Но что в рамках вот общества, да? Наши партнеры в Японии в рамках фестиваля Нагамского Фидео, который был в свое время ответственным секретарем общества Японии страны Евразии, пошел в оргкомитет. У них выпущены книги, 3 уже книги, это люди там, сколько-то там, по-разному, группа людей, внесшая наибольший вклад в развитие российско-японских отношений. 3 книги, там авторы японцы и наши. Он набирает конкретных лиц, о которых надо писать, дает задания, фотографии, совсем. Книга вот такой толщины, полная, сделана с плотной обложкой, с оберткой. Вот 3 книги выпущены. Да, вот Алексей Алексеевич, кстати, писал в свое время для 3-й книги, Алексей Алексеевич Кириченко писал о таком Константине Попове, у нас был уникальный специалист по Японии, который ни разу в Японии не был, не знал японского языка, но преподавал так, что огромное количество японоведов вышло из его рук. Знаете, знал экономику Японии. И вот об этом человеке нужно было написать, это Алексей Алексеевич писал. Вот я писал о Бузанове, там еще много было, сами японцы писали, а сейчас они дали задание, такой у нас член нашего общества, Ефимов Михаил Борисович, это сын Ефимова, который Кукрыниксов был. Ему сейчас 90 лет, чтобы он написал нормально, здоровый. Он был долгое время представителем ВПН Японии. Он пишет об Оренбурге и Японии. Вот. Кто-то пишет, да, другие пишут об специалисты о Щепкове, там, о Пернике, кто-то еще пишет. То есть, короче говоря, где-то есть японцы, где-то нет, будет 4-я книга. Владимир Георгиевич. Вот, о Спандарьяке, да? Да, это издание 30 уникальных личностей, которые внесли существенный вклад в развитие наших политических, экономических, культурных связей. В этом году туда попал наш торгпред Спандарян Виктор Борисович и известный педагог Стрижак Леонид Абрамович. Книжка должна быть где-то в первой декаде декабря на японском языке.
Вот, уникальное издание. Дело в том, что вот сам Нагатский Кедровый, он, скажем так, немножко, мягко сказать, повешен, да, на российско-японских отношениях. Он собирает все. Вот книги, какие у нас выходят, да, что касается Японии, он у нас заказывает, он все собирает и собирает уже долгие годы, лет много, несколько десятилетий. И вот он считает своим долгом, что вот эта вот такая серия книг, она, конечно, дает возможность сохранить память при наших содействиях. Конкретно, а таких людей действительно очень много. Понимаете, начиная с первого освоения Японии нашими людьми и кончая современностью. Понимаете? Но японцы сами их находят. Вообще-то было к нам бы это все делать. Но это делают вот наши партнеры там, а мы в этом участвуем. Ну, больше не буду утомлять вас, потому что мы хотели, чтобы вы сами поговорили, пользуясь тем, что мы собрались. Вот, спасибо вам за внимание. На этом будем считать, что мой странный доклад по деятельности Общества России и Японии за истекший период был сделан. Спасибо вам большое.